занимаешься? Я рисую. Что ты рисуешь? Семью. Умничка какая. Кто на картинке у тебя? Мама, папа, я и старший Янчик. Янчик, это наша дочь. Тогда ты дорисуй, а я пойду дальше готовить, хорошо? Хорошо. А что ты делаешь? А я к чаю готовлю булочки. Мам, можно я с тобой? Я очень люблю готовить булочки. Хорошо. Ладно, тогда, раз ты хочешь маме помогать, сначала все уберем со стола, хорошо? Хорошо. Давай, собери карандаши, я книжки уберу. А потом мы всем покажем, да, нашу картинку? Давай. Мы в школу пойдем и покажем. Все, хорошо. Прежде всего, что нам нужно будет делать, Анис? Помыть руки. Правильно, мы должны вымыть руки, потому что в наших руках обитает множество микробов, которые очень легко попадают в пищу. Так, и что мы делаем, значит? Идем мыть руки. Да. Приступаем. Мы моем тщательно руки. Все в человеке закладывается с детства. Все нормы, правила поведения ребенок получает от родителей и родных людей. Именно родители становятся для ребенка моделью поведения и отношения к окружающим. Поэтому воспитывать детей, прививать им правила нужно с самого раннего возраста. Самым доступным способом, как это сделать, непринужденно и естественно являются семейные традиции. В каждой семье они разными, но они решают одну важнейшую задачу – укрепить и сплотить и дать ребенку чувство защищенности и единения с семьей. Семья является самым большим богатством, которое только можно найти. И такому отношению к семье и родственникам нас учили с самого детства. Способы, с помощью которых можно объяснять своим малышам ценность понятия «семья», существуют самые разные. Одним из них можно назвать пословицы и поговорки. «Моя семья – мое богатство». Данное высказывание на слуху практически у каждого человека, поскольку используется оно очень часто. Эта пословица говорит нам о том, что иметь семью равносильно тому, что иметь огромное богатство. Я готова.